Уже с самого раннего утра в селе Лыхны, на месте, где был пойман переднеазиатский леопард, начали собираться люди, чтобы взглянуть на зверя. К самой клетке близко никого не подпускают, так как хищник может проявить агрессию. В клетке с леопардом смело расхаживает черная курица, та самая, что стала для него наживкой. Остается загадкой, почему хищник так и не тронул птицу. Но местные жители подшучивают, что леопард, налакомившийся уже не одним десятком домашних птиц, решил стать вегетарианцем. Другие же считают, что у зверя, попавшего в ловушку, из-за стресса пропал аппетит. Так или иначе, леопард нанес немалый урон домашнему хозяйству жителей села Лыхны. В течение 1,5 месяца он съел около 100 кур и индеек. Но сельчане не особо злятся на хищника. Соседских индюшек и соседских кур в радиусе километра он хорошо почистил. Я немножко боялась в сад зайти, фиоха собрать, думаю, если сзади. Но мы понимали уже, что он не набрасывается. Тут телята соседские ходят, он никого не трогал. Сельчане предполагали, что эта дикая кошка каждую ночь крадет кур. Однако после того, как они услышали дикое рычание, подумали, что это все же волк, и начали каждую ночь караулить его. Когда люди обнаружили, что кур крадет леопард, они решили его поймать и соорудили клетку-ловушку с приманкой. Решили сделать ловушку. Тут братья мои, соседи, все помогли мне. Дома сварил я, они помогли, поставили. Ну, вначале наживка другая была. Я свежее мясо повесил, на рынке взял, но не захотела. Потом знаем, что кур любит. Ну, курица последние 4 дня сидела, ну, на курицу вот так клюнула, значит. Когда попал в клетку, тут вот с братом моим, когда увидел его, позвал, мы решили чуть усилить его это. Ну, мы подошли, мы усилили, но он навстречу так агрессивно, на сетку, аж, ну, так в упор, зрелище не очень приятное. Поймав леопарда, местные жители позвонили в Кавказский государственный биосферный заповедник, так как на территории Абхазии уже более 70 лет не было замечено леопардов. Специалисты заповедника тут же выехали на место. Мы сейчас его обезопасим только для того, чтобы можно было, не было опасно людям и не было опасно ему. Клетку специальную привезли, которая соответствует требованиям. Берем кровь ДНК, отправляем в Москву, и через сутки мы получим ответ, наш или не наш. Чтобы пересадить леопарда в другую клетку и взять у него анализ крови, специалисты усыпили зверя. Затем они осмотрели его. Общее состояние хищника они признали хорошим. Оказалось, что это самка, возраст которой не более 4 лет. По наблюдениям экспертов, леопард, пойманный в селе Лыхны, один из 3 животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Этот факт через 3 дня должен будет подтвердить анализ крови хищника. А пока леопард будет находиться в Кавказском государственном биосферном заповеднике в Сочи. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.